Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. И вот главные темы. Минздрав России получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19. 5 человек отравились угарным газом в Якутске. Следственный комитет проводит проверку. Как в Нюрнбергском районе решают проблему безнадзорных животных? Подробности расскажем в этом выпуске. «Газпром» планирует полностью завершить газификацию в России к 2030 году. Перевозки между населенными пунктами возобновили в Ленском районе. Их неоднократно приостанавливали из-за коронавируса. И основы профессионального мастерства. Как проходит региональный этап WorldSkills в Алдане. Минздрав получил от центра имени Чумакова документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по 3 различным технологиям. Михаил Мурашко отметил, что это, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19. В Якутии на сегодняшний день первую дозу вакцины получили свыше 3000 жителей, а вторую – более 800 человек. Вакцинация будет проходить в 43 пунктах. Подробности у Петра Васильева. Замер температуры, сатурации и проверка контакта с больными. Только после этого можно получить прививку от COVID-19. Медучреждения республики уже приступили к массовой вакцинации населения. Новая партия из 22 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» пришла в регион во вторник. Я переболела коронавирусной инфекцией в мае. Так как прошло время уже, ограничительные меры прошли, я уже прививаюсь, так как я уже не хочу повторно заболеть. Первый раз довольно тяжело все протекало, и дальше я уже буду защищаться. В целом в Якутию поступают 2 вида препарата – гамма-ковидвак и эпивак-корона. Все они показали высокую эффективность в профилактике коронавирусной инфекции. Первая создана на основе аденовирусной инфекции. Она проникает в клетки и стимулирует в них клеточный иммунитет. Эпивак-корона пептидная. После ее получения у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам. Сейчас на данный момент у нас должна начаться вакцинация гамма-ковидвак, спутник Ви, Института Гамалеи. Прививка ставится взрослому населению старше 18 лет. Всем желающим, у кого нет противопоказаний. После получения прививки пациент еще 30 минут наблюдается врачом. Затем он самостоятельно заполняет паспорт получателя вакцины на сайте госуслуг. Через 21 день ему ставят второй компонент вакцины. По всей стране эта вакцинация добровольная. И, на наш взгляд, работодатели должны понимать, что есть, конечно, зоны, где вакцинация обязательна. Есть даже федеральный закон с предусмотренной мерой ответственности. Но, на наш взгляд, самое главное не заставлять, а правильно доносить информацию, убеждать и показывать те приоритеты, те, наверное, положительные черты именно от вакцинации. В Якутию до конца февраля поступит порядка 70 тысяч доз вакцины от COVID-19. Получить прививку максимально просто. Нужно убедиться в отсутствии противопоказаний, а потом записаться в поликлинику по месту жительства. Главное, как отмечают врачи, это приходить вовремя по строго установленному графику и не создавать массового скопления людей. Здравствуйте, я на вакцинацию. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. За сутки в Якутии выявили 151 новый случай COVID-19. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на ежедневном брифинге. В Якутске заболели 55 человек, в Алданском районе 15 случаев, в Вилюйском 14, в Мирнинском 13, в Мегино-Кангаласском и Нюрнбергском районах заразились COVID-19 по 8 человек. И еще в 13 районах выявили от 1 до 4 заболевших. На территории республики продолжает действовать режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности, который был объявлен главой Республики Саха-Якутия, он действует на всей территории республики с теми ограничениями, которые предусмотрены как для граждан пожилого возраста, так и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в режиме с точки зрения самоизоляции и масочного режима для всех граждан на территории всей республики. Также продолжает действовать и режим удаленной работы для сотрудников. И во всех учреждениях сегодня Министерство труда начало вновь
свою проверку, как мы уже говорили, продолжают ее, о том, что должны соблюдаться правила в 50% работе на удаленном режиме. Жильцов одного из домов в Якутске доставили в больницу с подозрением на отравление угарным газом. 3 несовершеннолетних и 2 взрослых надышались продуктами горения от бензиновой мотопомпы, которую в коридоре дома установила управляющая компания. Подробности в материале Александра Хавренко. Казалось бы, обычная коммунальная услуга. Откачка воды из-под дома чуть было не закончилась трагедией. 5 человек, в том числе 3 детей, были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. Старый двухэтажный дом барачного типа давно уже признан аварийным и после 2025 года должен быть расселен. Под домом постоянно появляется вода, откачивать которую при помощи бензиновой мотопомпы приезжают работники управляющей компании «Перспектива». Каждый день приходят и качают воду. И вчера, получается, они пришли где-то в 10 часов и до 3 часов где-то качали, наверное. Пока помпа не остановилась, потом у нас группа есть, и там узнали то, что со 2-го этажа угорели 5 человек. И вот каждый день ставят мотопомпу, где-то по часу, вчера, получается, около 3-4 часов она работала. Откачка происходила в рабочее время, когда большинство жильцов не было дома. При иных обстоятельствах пострадавших могло бы оказаться больше. По факту данного происшествия прокуратура города начала проверку. Прокуратура города Якутска организована проверка по отравлению угарным газом по предварительным данным 5 жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Якутск, улица Якутская, дом 12. На данном этапе устанавливаются причины произошедшего. Жители указанного жилого дома госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Прокуратура в ходе проверки даст оценку обстоятельствам произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Пострадавших госпитализировали. 3 несовершеннолетних направили в детское отделение медицинского центра, взрослых – в республиканскую больницу номер 2. 3 несовершеннолетних детей были доставлены и госпитализированы в педиатрическое отделение республиканской больницы номер 1 с признаками отравления продуктами горения. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. 2 взрослых были доставлены и также госпитализированы в республиканскую больницу номер 2. Их состояние также оценивается как средней степени тяжести. Уже на следующий день, 20 января, республиканский следком возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом. Установлено, что причиной отравления жильцов квартиры явилось производство работниками управляющей компании в первом подъезде работ по откачке воды из-под дома с использованием бензиновой мотопомпы без обеспечения необходимой вентиляции. По данному факту следователям Следственного отдела по городу Якутску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Связаться с руководством управляющей компании «Перспектива» нам не удалось. Несмотря на разгар рабочего дня, никого из начальства на месте не оказалось. Теперь на все вопросы им придется отвечать в кабинете у следователя. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за судьбой жителей треснувшего дома по адресу Автодорожная, 8/4 в Якутске. Напомним, инцидент произошел летом прошлого года. С тех пор вопрос с компенсацией собственников, чьи квартиры были куплены в ипотеку, до сих пор остается в подвешенном состоянии. Буквально на днях Сбербанк страхования решил все-таки осуществить выплаты по страховым полисам. Между тем, открытыми остаются вопросы о сумме и срокам такой компенсации. Ульяна Шагина разбиралась в ситуации. Треснувшее здание обнесли забором. Его жильцы еще летом в спешке покинули свое жилье. Если судьба тех, кто вовремя приватизировал квартиры, еще более-менее решена, то судьба ипотечников до сих пор остается в подвешенном состоянии. Официальное письмо на запрос телеканала о судьбе страховщиков было получено сразу же. Между тем, в письме не говорится ни о сроках, ни о сумме возмещений. Ощущение, будто внимание со стороны нашего телеканала буквально принудил страховую компанию дать хотя бы письменный комментарий.
Оператор летних съемок. В день, когда буквально треснуло здание, людям пришлось в срочном порядке покидать жилище, оставив вещи и документы. Жильцы были напуганы. Многие не понимали, куда им теперь идти. Даже кто-то не успел ни документы забрать. Вообще все осталось там. Такая ситуация, я не знаю, как дальше быть. Мне еще платить лет 14. По 28 тысяч в месяц. Сегодня жильцы менее активны. На камеру никто говорить не хочет. Мотив людей понятен. Они боятся, что страховая компания, услышав жалобы, пойдет на попятную. Между тем, в случае их отказа поддержать собственников готовы в окружной администрации. Согласились бы страховку платить или не согласились, окружная администрация все равно бы выполнила, и она готова это делать. Более того, она уже заключила, провела переговоры с Сбербанком, а у нас там все собственники как раз заключили ипотеку со Сбербанком. Вот. И Сбербанк, в принципе, тоже согласился с нами и готов заключить трехстороннее соглашение. Жильцы смогли признать дом аварийным осенью прошлого года, благодаря чему попали в программу по переселению сроком до 2022 года. Собственники 4 квартир уже оформили сделку. Они сейчас документы в Росреестре. И в течение 30 дней после подписания их договора и соглашения, они получат компенсацию. Цена за квартиру она определена независимой оценкой. Передаются в Росреестр еще 5 квартир. По мере подготовки документов, готовности документов, людей приглашают, подписывают с ними соглашения. То есть там, слава богу, проблем нет. Вместе с тем, по данному факту заведено уголовное дело, по которому сейчас проводится следствие. Ход расследования находится под контролем у Республиканской прокуратуры. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителя. Рискуют попасть в похожее положение и жильцы соседнего здания. Невооруженным взглядом в стене дома можно заметить как минимум 2 большие замазанные трещины. Обследование здания главстроем уже проведено. Его итоги пока неизвестны. Скорее всего, жильцам придется также признавать дом аварийным и на горьком опыте своих соседей поскорее искать выход из сложившейся ситуации. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ситуация с безнадзорными животными – одна из самых обсуждаемых в Нерюнгринском районе. В 2020 году в Нерюнгре впервые появился пункт передержки собак. Но проблема полностью пока не решена. Чтобы охватить все заявки на отлов и принять животных, необходимо как минимум расширить помещения, вольеры и территории для выгула. Какие пути решения проблемы есть сегодня, узнавала Екатерина Павлова. В соцсетях Нерюнгринка опубликовала видео, на котором запечатлены последствия нападения в городском дворе на нее и ее питомца стаи собак. По словам пострадавшей, спастись удалось только благодаря мужчине, который выбежал из подъезда и палкой разогнал свору. Да, нерюнгринцы не должны страдать от стай бродячих животных. Что мы имеем сегодня? Заключенный в 2020 году контракт с ООО МДЗ на отлов, содержание, стерилизацию и возврат в прежнюю среду обитания животных решает проблему лишь частично. Пункт передержки развивается по мере возможности, но охватить все и сразу не хватает ресурсов. За последние месяцы карантинные вольеры вот здесь сделаны. Здесь находятся маленькие кутята, здесь находятся животные после операции, после кастрации, стерилизации, где проходит обработка швов, ран, заживление до полного выздоровления. Сделана комната для ветеринаров. Ветеринара приняли на работу для прививок, для ежедневных осмотров. В таком духе операции, стерилизации, кастрации будет делать ветеринария. Сложностей, конечно, много. Боремся, трудимся и стараемся. В настоящее время идет процедура торгов на отлов и содержание безнадзорных собак на 2021 год. Пункт передержки появился, и это новый опыт для города. Сегодня есть понимание, что ни один муниципалитет не способен переломить ситуацию только собственными силами. В идеале должен быть один приют на все поселения Нерюнгринского района. Спроектировать в соответствии с требованием федерального законодательства полноценный приют. То есть проблем нету с выделением земельного участка. Земля есть. Мы такие земельные участки. Сегодня у нас на рассмотрении где-то 3 участка в бывшем старом городе, так называемом 7-м микрорайоне. Мы понимаем, что в бюджетах наших поселений на строительство данного приюта денег нет.
То есть мы будем просить субсидию, соответственно, республика эту субсидию будет просить из федерального бюджета. Вместе с тем проблему было бы легче решить не только силами органов власти, но и ответственностью самих граждан, хозяев, допускающих самовыгул домашних питомцев или тех, кто выбрасывает ставшее ненужным домашнее животное. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама. Далее смотрите в итоговых новостях. «Газпром» планирует полностью завершить газификацию в России к 2030 году. Перевозки между населенными пунктами возобновили в Ленском районе. Их неоднократно приостанавливали из-за коронавируса. Основы профессионального мастерства. Как проходит региональный этап WorldSkills в Алдане. Это итоги дня. Мы продолжаем выпуск. «Газпром» планирует полностью завершить технически возможную газификацию в России к 2030 году. Накануне Владимир Путин встретился с председателем правления компании Алексеем Миллером. Так, по планам «Газпрома» к 2030 году построят более 24 тысяч километров газопроводов и будет газифицировано порядка 3,5 тысяч населенных пунктов. К концу 2025 года в 35 регионах России полностью завершат сетевую газификацию. Кроме того, Миллер отметил, что объемы добычи газа позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и на зарубежных рынках. Итоги реализации проекта «Эффективный регион» за прошлый год и планы до 2023-го рассмотрел глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, в республике этот проект реализуется при содействии экспертов госкорпорации «Росатом». Создание культуры бережливого производства, повышение качества услуг, а также повышение производительности труда – вот главные цели программы. Руководитель проекта «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом» Олег Поляков отметил, что по итогам прошлого года средняя эффективность по региону составляет почти 122%. Этот показатель вывел Якутию в лидеры среди других субъектов страны. Айсен Николаев отметил, что несмотря на объективные факторы, связанные с пандемией коронавируса, целевые показатели реализации проекта в целом достигнуты. Проект указа о социально-экономическом развитии Якутска до 2032 года готовят в правительстве региона. Проект документа внесут на рассмотрение Айсена Николаева в ближайшее время. Свои предложения внес и Евгений Григорьев, исполняющий обязанности мэра города. Напомним, что предложение о разработке проекта указа Айсен Николаев озвучил в своем послании Госсобрания Илтумен в декабре прошлого года. Тогда глава региона сказал, что за предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один ряд самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. По словам председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко, указ главы позволит достичь устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра республики. Аэропорты Севера получат субсидию из федерального бюджета. Об этом сообщили в Росавиации. Такую поддержку получат еще 6 авиапредприятий. Субсидии позволят решить проблемы обеспечения финансирования и помогут развивать местные аэропорты и посадочные площадки. В состав 7 федеральных предприятий включены 72 аэропорта и 16 посадочных площадок в районах Арктики, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Перевозки между населенными пунктами возобновили в Ленском районе. Напомним, они были приостановлены из-за распространения коронавируса еще 5 ноября. Но в предновогодние дни по решению главы района пассажирский транспорт курсировал между городом и поселениями. С 1 января автобусы снова приостановили свою работу. Подробности в следующем сюжете. И вновь ажиотаж желающих выбраться в районный центр больше, чем мест в автомобиле, осуществляющем межселенную перевозку. Поэтому придется соблюдать очередность и записываться на поездку предварительно за несколько дней. Межселенные перевозки вновь возобновлены со вчерашнего дня. Ожидания были этого чуда, и наконец-то автобус возобновил свои рейсы. И я как руководитель, да, я вот очень часто езжу в город, бывает такое, потому что и как депутат, и как руководитель, поэтому приходится часто, и мне без автобуса, честно, было очень тяжело. Решение о возобновлении межселенных перевозок было принято на заседании оперштаба. Связано оно со снижением в районе заболеваемости коронавирусной инфекцией.
на штабе было принято решение о возобновлении межселенных перевозок до особого распоряжения. То есть если у нас будет ситуация ухудшаться в этом плане, в плане ковида, то, естественно, опять будет введен запрет на межселенные перевозки. Действуют маршруты уже более 2 лет по 6 направлениям: Чимчар, Танахар, транзит через Северную Нью в поселок Дорожный, Бичинча и Мурия. И каждый из них пользуется спросом. Сегодня жители сел надеются, что межселенные перевозки опять возобновлены не на короткий период, а все-таки будут снова постоянными. Ведь выбраться в город, особенно в морозы, очень проблематично, но необходимо. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. В Якутии продолжается региональный этап соревнований WorldSkills. В профессиональных поединках сошлись студенты и молодые специалисты. В Алдане на базе политехнического техникума проходят соревнования по компетенциям сварочное производство и лабораторный химический анализ. С основами профессионального мастерства ознакомились наши алданские коллеги. В профессиональной битве за звание сильнейшего сошлись будущие лаборанты-экологи. В компетенции лабораторный химический анализ регионального этапа чемпионата WorldSkills знания и навыки показывают 6 студентов из Алдана, Мирного и Верхневилюйска. Калибровка мерной посуды, спектрофотометрия и рефрактометрия – это лишь часть заданий по 5 модулям. Также участникам предстоит найти йодное число и определить содержание углекислоты в питьевой воде. Нет, лаборатория им понравилось, все, в общем-то, получилось нормально. У них даже было очень достаточно времени, чтобы они познакомились со всем оборудованием. Даже не просто познакомились, а попробовали на нем поработать. Уровень знаний и навыков участников определят эксперты, специалисты промышленных предприятий района и преподаватели СУЗов республики, командные патриоты. В Алдане на базе политехникума проходят соревнования по 2 специальностям. В перспективе ожидается расширение спектра компетенций. Вчера проходил круглый стол. Было выработано в адрес и Министерства, и ИРПО, и в целом в адрес системы WorldSkills о тех возможностях, которые, в принципе, видятся по расширению компетенций для участия наших ребят вот в этом движении. Помимо этого, хотелось бы сказать, что здесь мы связываем еще расширение компетенций с расширением спектра обучения, либо разновидностей обучения по тем или иным рабочим специальностям и профессиям. В компетенции сварочное производство первоначально мастерство планировали показать 13 участников. Для будущих сварщиков региональный этап включал отборочный тур, и к основным испытаниям вышли 8 человек. Задания предусмотрены по 4 модулям. Ребятам предстоит изготовить испытательные образцы, а также сварить сосуд под давлением, конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Площадка оборудована хорошо, оборудование все новое. Соответствует всем стандартам, достаточно и приняли, гостеприимно разместили, и здесь все организовано на высоком уровне. Соревнования чемпионата WorldSkills будут проходить в течение 3 дней. Победители регионального этапа отправятся на зональный этап. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Новогодние праздники позади, россияне возвращаются к привычному рабочему ритму. Но как ускорить процесс восстановления после обильных застолий и от какого рациона стоит отказаться, если вы хотите поставить вакцину от коронавируса, узнаем из следующего материала. Сегодня по всей стране начат первый этап вакцинации от коронавируса. И если вы планируете поставить себе прививку, необходимо соблюдать определенную диету. Именно при коронавирусе выявляется у многих дефицит витамина D, повышенное содержание белка необходимо, потому что синтез антител, для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. А антитела – это белковые структуры. Для этого нужно большая потребность в белке. Причем диета актуальна после каждых новогодних праздников. Многие россияне с опаской встают на весы, ведь обильные застолья и малоподвижные выходные – это гарантированные лишние килограммы. Начать приводить себя в норму эксперты советуют самыми простыми рецептами. Мы должны побольше употреблять жидкости, желательно обычной воды. То есть, может быть, это с добавлением лимона, витаминку С, какую-нибудь северную ягоду, морс какого-то рода. Это поможет нам побыстрее, скажем так, организму обновиться.
восстановить свой метаболизм. Следить за своим питанием специалисты советуют постоянно. По данным Росстата, избыточным весом страдает 3 из 5 россиян, причем увеличивается количество подростков с диагнозом ожирения. Не секрет, что помочь в данной ситуации может физическая нагрузка и подсчет калорий. Диетологи советуют, например, отказаться от колбас, где много скрытых жиров, не солить дополнительно готовую пищу и правильно выбирать молочку. Надо, чтобы было содержание жира 1–1,5%, а не бежать за 3,5–4, а то и 6% молочными продуктами. С высоким содержанием жира тоже касается творога. Причем специалисты отмечают, не нужно впадать в крайности, ограничивать себя во всем. Чтобы не голодать, надо выбирать натуральные продукты и обращать внимание на состав ваших любимых полуфабрикатов. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.